Здравствуйте, с вами Сверка Юлия, Level Up 2. И сегодня мы хотим поговорить с Павлом Колесовым, с нашим великим достигатором, как раз о насущных вопросах, потому что я думаю, что Павел не раз сталкивался с этими вопросами, с вопросами личностного роста. То есть уже наверняка все знают о том, что Андрей Парабелов вместе с Александром Голановским запускает новый большой проект Level Up 2. То есть на этом сайте будет собрано максимальное количество полезной информации именно по личностному росту. Вот вопрос основной заключается в том, что зачем вообще необходимо расти, куда и к чему оно все должно в конечном итоге привести. Так вот, судя по всему, какой-то над-системе, которая есть над нами, нужно, чтобы мы как люди развивались. Чтобы мы там прокачивали свои навыки, сдвигали свои границы. Потому что можете понаблюдать за своей жизнью, за жизнью своих знакомых. Как только человек останавливается, он перестает, хоть как-то себя развивать, и он начинает бить по голове. У него начинаются в жизни проблемы. В отношениях, со здоровьем, в бизнесе, с деньгами. В общем, и человеку вот такая вот втыкается морковка сзади, чтобы он таки начал двигаться вперед. Я ни в коем случае не хочу сказать, что там личностный рост, развитие это всегда манна небесная, и будет это получаться. Развитие это всегда стресс, развитие это всегда тяжело. Но именно через этот стресс мы растем как люди, мы растем как личности. Для нас становятся открытым, доступны новые возможности. Потому что человек, который останавливается в своем развитии, вот сейчас мы этот ролик записывали, мимо проходила женщина по типу ТП, которая работает уборщицей. Уборщицы работают люди, которых вот, они настолько тупые, что у них не хватает интеллекта заниматься другой работой. Как вы думаете, если бы она могла зарабатывать больше денег, она пошла бы работать уборщицей? Нет? А почему она работает здесь? Тупая обезьяна, которая не желает развиваться дальше. Мне очень понравилась фраза, по-моему, по Райан Трейси. Там закончили вуз, считаете, это ваше образование закончено? Отлично. Кто-то же должен кричать в Макдональдсе: свободная касса, свободная касса. Потому что человек, который развивается, у меня есть несколько знакомых, они в Макдональдсе начинали как вот там вот, ребята на кассе, не выросли там замдиректоров, директоров и дальше. Почему? Потому что они понимали, самое вкусное, оно всегда впереди. На какой уровень ты не поднялся, на следующей ступенечке есть следующая. Да. Нет, на какой уровень ты не поднялся, всегда есть следующий уровень, на котором еще вкуснее и интереснее жить, там больше денег, более вкусные отношения, больше возможностей, то, что помогает человеку раскрывать свой потенциал. Мне очень жаль, что большая часть людей годам к 30 решают: ну все, я достиг максимума, можно расслабиться, ничего не делать. Вот как только они это внутри себя решают, они начинают умирать. С ними перестает скучно общаться, потому что у них начинаются разговоры: а как сэкономить 20 рублей на пакете или покупки пакета клещ? Об этом интересно разговаривать. Интересно разговаривать о том, как вот заходить в очередной раз сверху. Вот это интересно, потому что мы как люди пришли в этот мир для того, чтобы его менять. А менять мы сможем только когда мы сами постоянно развиваемся. Если человек внутри себя решает: ну все, я достиг своего потолка, у него начинает вырастать корона на голове, он перестает замечать окружающий мир, а в мире начинает управлять. Создавать жизнь проблем, что ты родной. Ты, конечно, хорош, но там есть еще 50 тысяч людей, которые могут себя прокачать. Вот вы знаете, вот, Павел, вы когда рассказывали, я обратила внимание на такой момент, то есть вы выставили такую интересную закономерность, что человек начинает жизнь бить только тогда, когда он останавливается. Да. То есть ваши вот уверены, что это вот взаимосвязано. То есть когда человек говорит, что у меня все плохо, почему-то что-то не получается. Это не дело в том, что Вселенная на него обиделась, просто проблема в том, что он не делает. Он решил остановиться, и он начинает пинать. То есть почему-то вот раньше я почему-то об этом не задумывалась. Дорогие друзья, вот на этот момент, мне кажется, стоит обратить особое внимание, потому что это вот такие вот глубинные слова, и вот я думаю, здесь надо очень задуматься и пересмотреть свои действия какие-то определенные. Знаете, можно жить в двух ключах. Можно быть человеком, который жизнь катит вперед, и он создает жизнь вокруг себя. А можно быть человеком, которого жизнь пинает, чтобы он шел через пинки. Вы можете выбирать, вы сами будете бежать, или вас будут пинать сзади. Я вот выбираю сам бежать, хотя это бывает тяжело, трудно, напряжно, устал, надоело, но в общем, тогда я беру там 2-3 дня отдыха, отоспался и побежал дальше. Потому что это прикольно, это интересно, это драйв, это кураж. Большое спасибо, Павел. Вы знаете, очень такая интересная мысль. Я надеюсь, что благодаря нашему проекту Level Up 2 вы будете бежать вместе с нами дальше. Пинать вас никто не будет, жизнь вас и Вселенная бить тоже не будет, потому что вы будете действовать, будете двигаться вперед и развиваться. С вами была Юлия Зверева, Павел Колесов, Level Up 2. До следующей встречи.